Центр детского творчества открыл свои двери для социально значимого мероприятия – празднования пятилетия Центра дистанционного обучения детей-инвалидов. В холле были организованы выставки картин и рисунков детей, а также изобретений в области робототехники. И, конечно, по традиции не обошлось без концерта. Ровно 5 лет назад, 1 декабря, начал работать наш центр. К тому времени мы приняли 28 детей. На сегодняшний день у нас 77 детей обучаются. Но, как вы знаете, они обучаются дистанционно, в силу состояния своего здоровья. И сегодня такой праздник, такой замечательный юбилей. Мы, конечно, в первую очередь это приготовили для детей праздник, потому что они очень любят такие мероприятия. Целый год вот они каждый день названивали, когда же будет праздник. И, наконец, сегодня наступил. Приехали дети из разных районов: Абзелилский, Баймакский, Хайбулинский. Все они приготовили праздничные номера. Сегодня они будут с удовольствием выступать, петь, танцевать. Для детей с ограниченными возможностями здоровья Центр дистанционного обучения стал родным домом, местом, где они получили научные знания и получили возможность проявлять себя в разных сферах жизни. Я здесь учусь 4 класса, сейчас я в 8 классе. Я приехала из Хайбулинского района, села Акьяр. Я занимаюсь пением и еще рисую. Учусь в музыкальной школе на фортепиано и вокал. Учителя здесь хорошие, добрые, понимающие. Многому меня обучили, всегда помогают, поддерживают. Мама всегда со мной ездит на конкурсы, всегда рядом, всегда поддерживает. Родители рады тому, что когда-то не побоялись привести своих детей в Центр дистанционного обучения. Одних здесь научили говорить, другим дали возможность проявить свои способности, а главное, заставили детей поверить, что их мечты могут сбываться. Прежде всего, хотелось бы выразить большую благодарность тем людям, которые продвинули этот проект, и тем людям, которые работают в этом центре. Потому как наши дети, они ограничены в общении, ограничены в движении, и по компьютеру они получают все необходимое, то, что им нужно, что пригодится в жизни, все знания, все навыки. Вот наш сын Сергей обучается, я уже сказала, с самого начала. Он все эти года занимался, у него был дефект речи, он сейчас остался, но все-таки логопеды занимались усердно с ним, и у него речь практически восстановилась, можно сказать. На юбилей приехали ученики Центра дистанционного обучения из Хайбулинского, Абзелиловского и других районов. Кроме них события посетили и выпускники, безмерно благодарны учителям за их старания, заботу и терпение. Я выпускник колледжа Центра дистанционного образования. Я в этом году выпустился. Мне хотелось поступить в медицинский колледж в Уфе. И учителя, конечно, помогли мне, то, что помогли развиваться там в центре. И экзамены сдал, пошел, посоветовали туда поступить. Я пошел, поступать. И каким-то образом меня взяли в медколледж. И вот моя мечта сбылась. Я теперь медбрат по массажу. Учусь на медбрата по массажу. Работники центра устроили большой концерт для гостей, учеников, выпускников и их родителей. И пели, и танцевали, делали все, чтобы дети в этот день улыбались. На сегодняшний день здесь обучается более 70 детей. 30 талантливых учителей заботятся о них, как о родных. И несмотря на ограничения здоровья ребят, наставники каждый день убеждают их в безграничности умственных и духовных способностей, внушают уверенность в своих силах, которой, к сожалению, им часто не хватает. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.